Добрый день, уважаемые участники совещания. Сегодня я постараюсь коротко изложить о работе нашего движения. Вот прошло уже 5 лет с тех пор, как случилась авария на реке Иреля вследствие прорыва дражных котлованов на месторождение Ляхское. Был причинен вред рекам. По региональным рекам это река Иреля, река Малая Батовья и Вилюй, объект федерального надзора. После долгих судебных тяжб нарушитель уплатил административные штрафы, предъявленные Министерством охраны природы, на общую сумму 90 тысяч рублей. Ведомством был рассчитан ущерб. Река Иреля 11 миллионов, река Малая Батовья 4 миллиарда. В свою очередь, Управлению Росприроднадзора по Республике Саха были предъявлены штрафы на сумму 690 тысяч рублей. И был рассчитан ущерб реке Вилюй на сумму 22 миллиарда рублей. Вот эта сумма была выставлена Управлением Росприроднадзора на сайт, но через сутки вот эта информация была снята. Сумма ущерба, по словам, вот сумма ущерба 22 миллиарда рублей, по словам бывшего руководителя Виктора Семенова, был выполнен согласно методике, он говорил, 87-й России, по требованию прокуратуры. То есть они, когда как Министерство охраны природы, когда произошла авария, они тот же день, тот же час сразу отреагировали, отобрали пробы, сделали замеры как следует, как соответствует по методике. При этом они пригласили специалистов гидромета для того, чтобы взять замеры реки Иреля и реки Малая Батовья. Вот в этой методике 87-й для формулы нужны вот эти данные. Это длина, глубина, ширина, которая была загрязнена вот этими веществами, вредными веществами. Как отметил Жураковский, Управление Росприроднадзора даже не отправило комиссию на место аварии, когда как Алроса является объектом федерального надзора. Хотя вначале были загрязнены реки, малые наши, Иреля и Малая Батовья, загрязненная вода попала на реку Вилюй. Она была, вы знаете, да, по фотографиям, какого цвета она была. Вообще очень страшно было смотреть на это. Несмотря на это, вообще очень плохо относились к этой аварии. И когда в средствах массовой информации читаешь, вот здесь Семенов, бывший руководитель, да, он поясняет: на случай исчисления размера вреда, причиненного водным объектам в результате стихийных действий, если установлено, что причинение вреда связано с непреодолимой силой, данная методика не распространяется. То есть вот после того, как они рассчитали свой ущерб, да, посмотрел специалист, открыл вот эту методику, смотрит, при каких же обстоятельствах вот этот ущерб можно не считать. И там прямо в пункте так и прописано, при каких обстоятельствах вот эта сумма не предоставляется. Они нашли вот этот пункт и ставили сюда. Несмотря на широкий общественный резонанс, ущерб от экологической катастрофы
арбитражные суды по взысканию не состоялись. Хотя как вот в 2018 году, когда было очень большое волнение людей, волнение власти, в том числе нашего Илдархана Арсена Сергеевича Николаева, что он сказал в это? Ущербы очень большие, конечно. 4 миллиарда, 11 миллионов, 22 миллиарда, очень большие. Он человек умный, сразу сказал, что вот эти суммы могут оспариваться арбитражным судом. Арбитражные суды состоятся, он сказал. Но, к сожалению, суды не состоялись. 13 мая 2022 года, в прошлом году, активисты нашего движения встретились с министром экологии Перфильевым Евгением Андреевичем, в котором была поднята эта тема по возмещению. Возместят ли они или нет? Будет ли арбитражный суд? На какой стадии находится это дело? И что нам ответили? Нам ответили, что в связи с тем, что в 2020 году произошли изменения в бюджетном кодексе по перечислению суммы ущерба, изучается вопрос о перерасчете суммы иска в соответствии с пунктом 2.1 ФЗ-7 об охране окружающей среды. Что это означает? Это означает, ну, для того, чтобы вы поняли, я вам дам разъяснение. До 2020 года, то есть вот до страшной аварии в Норнике, вы об этом, наверное, все знаете, да? Все вот эти штрафы и суммы ущерба перечислялись по месту аварии. То есть, допустим, в Алдане произошла авария, да? Сумма штрафа, сумма ущерба перечислялась в местный бюджет Алдана. В Мирном произошло, поступает в бюджет муниципального образования Мирный, да? И после того, когда авария вот в Норникель произошла, сразу же вот бюджетный кодекс изменили, чтобы вот эти деньги от ущерба поступали не в местный бюджет, а поступали в бюджет Российской Федерации. Поэтому наше Министерство охраны природы решило, чтобы деньги вот хотя бы остались вот на уровне республики, сделать перерасчет и взаимозачет, чтобы в республике эти деньги остались. И мы спросили, вот на сегодняшний день сколько денег защищено? Они нам ответили, что защищено это 1 миллион рублей. 1 миллион рублей. Таким образом, АК «Алроса» за загрязнение 3 рек оплатила штраф и того, и этого на сумму 780 тысяч рублей и взаимозачет на сумму 1,2 миллиона. Итого штраф плюс взаимозачет получается 1 миллион 98 тысяч, ну, около 2 миллионов. С 2019 года с целью получения полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды нами были сделаны запросы Министерства экологии по загрязнению водных ресурсов. Основными нарушителями водного законодательства 2017 года явились такие золотодобывающие предприятия, как ООО «Практики К»,
ООО «Нера». Это находится не в Ямиконском районе. ООО «Титан-Автотрейд», ООО «ПК «Зердекс», это в Нерюнгринском районе, ООО «Прогресс», участок Жекондаручи переработанный, привлекательный. Так, это тоже находится в этом в Алданском районе, по-моему. В Ямиконском, извиняюсь. В 2019 году было выявлено нарушение в Кобяйском районе, АО «Прогноз», река Порфировой. Это предприятие неоднократно нарушает природоохранное законодательство, но, к сожалению, меры нарушителей принимаются не в полном объеме. В Верхоянском районе в 2020 году были нарушения ООО «Континенгол», Урчей Полярный, ООО «Синегорье», Урчей Скалистый. Ущербы были в работе, так нам ответили. Сегодня мы остановимся о взыскании ущерба по водным объектам в рамках регионального надзора, которые были представлены министерством. Так, в 2019 году должностными лицами привлечены к ответственности 4 предприятия. В 2019 году привлечены 4 предприятия. Это ООО «Практик», ООО «Алчан-Омега», «Омега», ООО «Нера». Они привлечены по части 4, статья 8.13, это загрязнение водного объекта. К сожалению, они только наложили штрафы, а ущербы не посчитаны. Ущербы не посчитаны. Это ущерб. Почему не посчитаны? Потому что они нам объяснили, что в результате в связи с невозможностью замера расхода сточных вод, которые попадают в водные объекты путем дренажа. Если путем дренажа вот эта загрязненная вода поступает, то ущерб не считается, потому что в методике такого нет. Тут у меня потом спрашивают мои же члены, если дренаж идет, если методики нету, значит не должно быть дренажа. Конечно, не должно быть дренажа. Грязная вода не должна поступать в чистую реку. Дальше, в 2020 году выявлено 13 нарушений в 15 улицах. И только в 2 предприятиях на сумму 116 тысяч рублей было взыскано ущерб. В 2021 году 16 нарушений, взыскано штраф на сумму 2 миллиона. Органами прокуратуры предъявлено 3 исковых на сумму 4 миллиона. Министерством предъявлено 1 исковое требование на сумму 44 тысячи рублей. Дополнительно идет судебное разбирательство по административным делам, в рамках которого посчитан ущерб на сумму 5 миллионов. Таким образом, за период 19, 20, 21 года должностными лицами Минэкологии предъявлено 3 иска на сумму 160 тысяч рублей. Органами прокуратуры предъявлено 3 иска на сумму 4 миллиона. Идет судебное разбирательство, в рамках которого подготовлен расчет на сумму 5 миллионов. Итого министерством подготовлены расчеты на сумму 10 миллионов рублей. Это за 3 года. Это много или мало, сами себе делайте выводы, тогда как когда на одного рыбака налагают 10 миллионов рублей. Членами нашего движения совместно с общественными инспекторами проводится очень большая работа, с улусными инспекциями и комитетами.
Так, очень активно работает в Мирнинском, Нерюнгринском, Алданском, Усмайских районах. Но, к сожалению, есть такие руководители, которые не взаимодействуют и не желают взаимодействовать с нашими общественниками. И хочу остановиться на этом. Вот аппарату министерства просим обратить внимание на работу руководителя Нерюнгринской инспекции Евгения Телятникова, у которого ослаблена работа по взаимодействию с общественными инспекторами. При обращении общественных инспекторов не умеет предоставить профессиональное объяснение по вопросам природоохранного законодательства. За период его руководства за последние 2 года идет утечка квалифицированных специалистов. Здесь я хочу отметить вот по ручей Волковский, да, Титанов факторий. Он в течение нескольких лет он загрязнял. Комитет туда выезжал и нарушения не выявлял. Потом наш общественный инспектор, наш очень активный член Киселева Анна Ивановна вышла на проверку вот с Телятниковым, с комитетом. Загрязняет. Хорошо, что вот сказать хорошо или плохо, но хорошо с той стороны, что нарушитель под рядом видно, вот золотодобывающее предприятие видно с деревни, где он расположен. В любое время можно туда съездить. Вот она поехала с ним, Киселева, смотрят, обследуют. Ну, все нашли, нет, ничего нет. Киселева идет дальше. Вы куда идете? Не ходите туда? Нет, я пойду, я буду смотреть. Она пошла и обнаружила там трубу, которая была, из которой вот текла вот эта грязная вода прямо в ручей Волковский. Вот так вот надо работать. После того, как она обнаружила, вот зовет Телятникова. Ну вот как положено, отбирайте пробу, смотрите, вот вода течет с трубы. А почему так не работать остальным инспекторам, нашим государственным инспекторам? Работа слабая по возмещению ущерба, я считаю так. Но мы благодарны нашему бывшему министру экологии Афанасию Сахамину Николаевичу, да? И вот под его руководством были взысканы очень крупные суммы ущерба золотодобывающих предприятий, как ООО ГДК «Алдан». Участок общей суммы ущерба на 1,5 миллиона, это в 2016 году. Вот это же предприятие было штрафован и возмещен ущерб на сумму 34 миллиона рублей. Это за 20 лет вот, такого не было. И, конечно, в этом заслуга работа бывшего руководителя Алданского комитета Колчанова Владислава Александровича. При нем работали такие хорошие инспектора, как Дмитриева Светлана, Медяник Александр. К сожалению, эти товарищи покинули комитет. Почему идет утечка кадров? Вот вопрос Министерства экологии. Нашему Министерству экологии предстоит очень большая работа по взысканию ущерба с такими крупными ущербами, как на 42 миллиона, на 7 миллионов, на 4 миллиона, которые они нам предоставили информацию, да? И желаю удачи и плодотворной работы в деле сохранения нашей якутской родной природы. На этом я заканчиваю.